Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Сур'ёзныя фільмы, камедыі, дэтэктывы, дакументальныя фільмы, тэлепраграмы, самыя разнастайныя, музычныя праграмы, тэлеспектаклі. Усё гэта вы зможаце ўбачыць на нашым канале «Беларусь-3». А што з гэтай разнастайнасці выбраць? Ну, мы сёння паспрабуем с Сергеем Котьером, я Александр Домарацкі, вам дапамагчы адказаць на гэтае пытанне. Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, вас ждет очень интересная и разнообразная неделя на телеканале «Беларусь-3». Профессиональный разведчик Ян, выполнявший в годы Великой Отечественной войны спецзадания в разведшколе Абвера, возвращается домой, в Белоруссию. Он мечтает увидеть жену, дочку, по пути попадает в засаду лесных братьев. И этими братьями лесными руководит его сокурсник по разведшколе. В отличие от Яна, он не собирается заканчивать свою войну и делает так, что все подозрения в убийстве руководящего работника падают на нашего героя. НКВД приговаривает Яна к высшей мере, к расстрелу. Но вместо исполнения приговора его делают куклой для отработки курсантами НКВД боевых навыков. Ему удается не только выжить в неравной схватке, но и бежать. Бежать, чтобы увидеть, наконец, жену и дочь, чтобы восстановить справедливость. Это я вам рассказал вкратце сюжет белорусского фильма режиссера Дмитрия Зайцева «Между жизнью и смертью». Красавец, красавец, дай погадаю. Дай погадаю. А ну давай. Плохи твои дела. Стой, гражданочка. Стой. Стой, стой, стой. Скажи, что будет-то, а? Уезжать тебе надо, смерть ждет. Это мы еще посмотрим. Ну а в главных ролях Евгений Сидихин, Анатолий Котенев, Геннадий Овсянников, Александр Подобед, Анатолий Гурьев, Арнольд Помазан и другие белорусские актеры. Сергей, я, конечно, понимаю, что скромность, она украшает, но не продвигает вперед. Поэтому я думаю, что ты должен рассказать о том, что в этом фильме снималась твоя дочь Александра в одной из главных ролей. Ну Расскажи, да, пожалуйста. она играла жену главного героя, Евгения Сидихина. Ну, я хочу сказать, что... Она справилась со своей ролью? Она справилась со своей ролью, но, к сожалению, после этого... Потом, да, вот что, вот да, я после только этого... что ты меня снял с языка. А потом как пошло дело после съемок? Это был ее последний фильм. Она до этого снималась много в эпизодах, но после этого фильма она решила навсегда завязать с профессией актрисы, потому что посчитала, что это очень зависимая профессия. Вот. В своих, так сказать, способностях она разочаровалась, и стала фотохудожницей. Теперь она живет во Франции и очень успешный фотохудожник. Как я могла подумать, что тебя уже нет, глупый? Это я. Я живой, видишь? Только не кричи. Не кричи. За эти 10 лет, в отличие от других белорусских фильмов, фильм «Между жизнью и смертью» был многократно показан по центральным российским телеканалам и имеет очень высокий зрительский рейтинг. Я думаю, что секрет успеха фильма в занимательном сюжете, профессиональной режиссуре и, конечно, в звездной паре популярных актеров Евгения Сидихине и Анатолия Котеневе, которые сыграли здесь антагонистов. Ну, а режиссер картины Дмитрий Зайцев, больше, наверное, известен любителям кино как прекраснейший кинооператор, который более 50 лет отдал белорусскому кино. В этом году заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Государственной премии СССР за фильм «Люди на болоте» отметил свое 75-летие. Мы его поздравляли с этим. И я должен сказать, что Дмитрий Евгеньевич снимал многие фильмы, которые вошли сегодня в золотой фонд белорусского кино. Ну а начиная с 90-х годов он совмещает работу кинооператора и режиссера. На его счету несколько удачных режиссерских работ, среди которых я бы отметил фильмы «Цветы провинции», «Хам», «Гладиатор по найму» и картину «Между жизнью и смертью», которую мы и предлагаем вашему вниманию. Ты серый. Мы что, с тобой по жизни будем повязаны? Помни, Янок, знаю, сам под вышкой ходишь.
А зараз, дзядуля Алесь, гэта я раскажу вам чарговую казку. Вось, дакладней пра казку і зараблю гэта з вялікім задавальненнем. І мне вельмі прыемна усведамляць, што менавіта наш канал «Беларусь-3» паказаў нашим тэлегледачам і маленькім, і дарослым амаль што ўсе казкі Леаніда Нечаева. Ну, зусім нядаўна пра красную шапачку і прыгоды Бураціна, а зараз казка пра зорнага хлопчыка. Один человек без сердца, заброшенный на землю, может поразить огромное количество чувств. На зямлю падае зорка, і ў гэты момант на планеце з'яўляецца зорны хлопчык. Ён вельмі прыгожы, ён вельмі разумны, але ён вельмі жорсткі, бязлітасны. Ён адвяргае любоў сваёй маці, ён яе крыўдзіць, ён робіць шмат дрэнных учынкаў, але лёс дае яму шанец, каб ён стаў сапраўдным чалавекам. Вось вельмі коротка пра змест гэтага фільма. Я хацеў бы расказаць пра лёс зорнага хлопчыка, таго зорнага хлопчыка, які сыграў ролю зорнага хлопчыка у фільме. Гэта Павел Чарнышоў. Ён папаў у кіно выпадкова. Ён катаўся на каньках, яго убачыла асістэнт рэжысёра, асістэнт Нечаева і запрасіла ў кіно. Яму вельмі спадабалася здымацца ў кіно, касцюмы, дэкарацыі, увага, гэта ўсё было добра. Але калі фільм выйшаў на экраны, яго жыццё стала невыносным. Дзяўчынкі яму тэлефанавалі і ўначы, і ўдзень. Ён не мог выйсці з дому, ён не мог прайсці па вуліцы. Яго у самым прамым сэнсе закідвалі лістамі. Гэта было цяжка, гэта было вельмі перажыць. Яму было 12 гадоў, гэта ж яшчэ дзіця. І калі іншыя рэжысёры пачалі запрашаць яго здымацца ў іншых фільмах, то бацькі забаранілі. Ён стаў інжынерам, ён служыў у арміі, і потым неяк усе забыліся пра тое, што ён быў зорным хлопчыкам. І вось аднойчы ў адным інтэрв'ю ён сказаў, што ён не шкадуе, што не стаў акцёрам, але лічыць, што здымкі ў фільме пра зорнага хлопчыка вельмі негатыўна адбіліся на яго лёсе. Гэта некалькі сумная гісторыя, але застаўся цудоўны фільм, які мы зможам паглядзець разам з вамі, нашы паважаныя тэлегледачы, у аўторак на канале «Беларусь-3». Казка про зорного хлопчика. А ты знаешь, что я упал с неба? Да. Да, мы летели с тобой вместе. Грязная нищенка не может быть моей матерью. Вот. Шарик из моего ожерелья. Посмотри, он такой же, как у тебя. Ты украла его у цыганки. Она украла его у цыганки. Нет. Она воровка. Она воровка! Что это за абразина? Это ты, когда прогонял свою мать. Она мне не мать! На следующей неделе вас ждет встреча с замечательным сериалом, который в свое время был не менее популярен, чем «17 мгновений весны». Я говорю о сериале «Майор Вихрь». Снял его один из любимых моих режиссеров, Евгений Ташков. Его фильмы «Приходите завтра» про Фросю Бурлакову, «Уроки французского», сериалы «Адъютант его превосходительства», «Подросток» и «Майор Вихрь» вошли в классику советского кино и были очень любимы народом. Трехсерийный фильм «Майор Вихрь» был снят по книге Юлиана Семенова о действиях военной спецгруппы в оккупированном немцами Кракове. В основе сценария документальная история о том, как группа разведчиков под кодовым названием «Голос» была заброшена в Польшу в январе 1945 года и спасла Краков от уничтожения, от разрушения. Кто из немцев отвечает за минирование Кракова? Это нам неизвестно. Это вам придется узнать у самих немцев. До нас кто-нибудь был там? Да. Сколько групп? И? Видишь ли, Краков – это центр управления Абвера, армейской разведки.
У них там лучшие силы. Но одному из наших товарищей все-таки удалось закрепиться. Вот к нему мы вас посылаем. Так что вам будет легче. В Кракове сильные подполья. Постарайтесь воспользоваться их помощью. Вот ваша легенда, товарищ Вихрь. Вихрь – это не очень громкий псевдоним. Может быть, лучше ветер? Ветер уже есть. На случай провала Савельев Кирилл Алексеевич из Днепропетровска. Здесь подробный текст вашей истории. Мама погибла в 1937-м, папу разбомбила и так далее. А вы сотрудничали с немцами в аккуратных, конечно, дозах. Сам Савельев у нас им занимается СМЕРШ, так что документы надежны вполне. Одним из руководителей диверсионной группы был Евгений Березняк. И он умер вот буквально, по-моему, пару лет назад, не дожив 3 месяца до своего столетия. Он был герой Украины, награжден многими орденами и медалями. Но что интересно, все эти награды он получил только спустя 20 лет после войны. Дело в том, что после операции по освобождению Кракова его и радистку группы органы НКВД отправили в фильтрационный лагерь, где он чудом избежал расстрела. А суть подозрений заключалась в том, что началась операция «Голос» неудачно. Десантировавшуюся группу заметили немцы, и несколько человек, в том числе и руководитель Березняк, и радистка, попали в тюрьму. И вдруг из гестапо разведчику удалось бежать. Это вызвало подозрение. Также неожиданно убежала из гестапо и радистка. 20 лет муж и жена, замечательные герои войны, были 20 лет под постоянным наблюдением органов. И только в 1965 году все подозрения были сняты, и они были награждены за эту операцию. Ну а после войны Березняк работал в Министерстве образования, он заслуженный учитель Украины, доктор педагогических наук, почетный академик Академии педагогических наук Украины. Но прошли годы, и эта история снова привлекла к себе внимание. И мы в связке с сериалом покажем вам документальную ленту под названием «Подвиг разведчика», в которой открываются новые подробности об этой операции и о новых героях, сведения о которых были засекречены и открылись совсем недавно. Дело в том, что одним из руководителей и непосредственным участником спасения Кракова был наш земляк Алексей Николаевич Батянов. Это именно он был прототипом легендарного майора Вихря, а не Березняк, как считалось все это время. Но об этом стало известно только в 2007 году, когда были открыты архивы КГБ. В этом же 2007 году указом президента России Владимира Путина Батяну было присвоено звание Герой России. Почему же так случилось, что все эти годы за героя спасения Кракова мы принимали совсем другого человека? Или было 2 человека? Вот об этом вы узнаете, если посмотрите сериал «Майор Вихрь» и документальный фильм «Подвиг разведчика». «Сын за отца» – российско-белорусский художественный фильм 1995 года. Единственная режиссерская работа популярного актера Николая Еременко-младшего. Николай Еременко-младший вырос в театральной семье очень известных белорусских актеров. Мы все их знаем. Народного артиста СССР Николая Еременко-старшего, как говорят, и народной артистки Беларуси Галины Орловой. Сын никогда не скрывал, что поступил в АВГИК, в мастерскую Сергея Аполлинарьевича Герасимова и Татьяны Макаровой по блату. Дело в том, что отец Николай Еременко-старший очень дружил с Герасимовым и снялся у него в своем лучшем фильме «Люди и звери». Да. После этого они подружились надолго, и эта главная роль в этом фильме замечательного мастера стала лучшей в судьбе Николая Еременко-старшего, ну и на долгие годы его визитной карточкой. Но, несмотря на то, что Николай Еременко-младший поступил по блату, он оправдал надежды родителей и своего мастера и очень скоро стал одним из самых популярных артистов Советского Союза.
Фильмы «У озера», «Горячий снег», «Красное черное», «Хождение по мукам», «Юность Петра», «Пираты 20 века» и, наконец, последний фильм «Бригада», в котором он снялся. Ну, а я уже не перечисляю там другие фильмы, были очень известны и любимы зрителям. Несмотря на то, что и отец, и сын много снимались в кино, их пути на съемочной площадке никогда не пересекались. Да и виделись они редко, потому что Николай жил в Москве, отец в Минске, у обоих было очень много работы. И вот когда началась перестройка, многие артисты остались не у дела или не захотели сниматься, как они говорили, в том чернушном кино, которое хлынуло тогда на экраны наших кинотеатров. И вот в этот момент у младшего Еременко возникает страстное желание попробовать себя в качестве режиссера и поработать с отцом в одном фильме. Эта мечта осуществилась благодаря нашему Министерству культуры, и когда Валентин Черных предложил ему сценарий «Сын за отца». Материал был современным, острым, злободневным, а сюжет прост и драматичен. Я помню, как снимали этот фильм на студии «Беларусьфильм» в Минске, его окрестностях. Помню, как Николай Еременко-младший волновался, приступая к съемкам этого фильма, потому что это была его первая режиссерская работа, и потом ему надо же играть одну из главных ролей, поэтому он попросил в помощники Маргариту Касымову, Маргариту Наимовну, которая помогала ему на съемочной площадке. Я видел, с каким удовольствием работала съемочная группа, как радуется и переживает, волнуется Еременко-старший за результат, стараясь помочь сыну, как он гордился им на премьере фильма, где они стояли вместе на сцене. Коля был счастлив, что подарил отцу эту замечательную роль. И никто тогда не догадывался, что это будет их первая и последняя совместная работа в кино. Буквально через 4 года умирает Еременко-старший, а через 2 года скоропостижно уходит из жизни его сын. Так они похоронены вместе на нашем московском кладбище Минска, отец и сын, народный артист Беларуси и СССР Николай Еременко-старший и народный артист России Николай Еременко-младший. Видно, Господь специально подарил им этот фильм, этот год работы вместе, чтобы они подольше побыли на прощание рядом. А фильм продолжает свою жизнь замечательных актеров и их героев. В 1998 году картина получила главный приз Международного кинофестиваля в Пхеньяне. Посмотрите эту работу «Сын за отца» на телеканале «Беларусь-3». По делам? Или в гости? По тебе соскучился. Что-то новенькое. Меня же уволили. Послали на пенсию. А что случилось? Назвал министра говном. Но это нормально. В любом цивилизованном государстве, если подчиненный называет министра говном, его увольняют. А вот в цивилизованном Советском Союзе такого никогда не произошло. Главного врача, профессора, доктора наук уволить. Что горком партии, тут бы ЦК вмешался. Хотя ты за демократов. А я был коммунистом. Коммунистом остался. Ян Фрыд – гэта вельмі яркая творчая асоба. Гэта рэжысёр, які пакінуў вельмі светлы, вельмі, я бы сказаў, радасны след у савецкім кінематографе. Па-першае, ён з'явіўся першым рэжысёрам савецкага кіно, які экранізаваў Шекспіра. Фільм «12-я ноч» – гэта камедыя Шекспіра, які з вялікім поспехам прайшоў і ў нас, і за межамі нашай вялікай тады дзяржавы. У Яна Фрыда быў талент знаходзіць талент. Гэта рэдкая якасць для творчай асобы, а ён гэта умеў рабіць, і ён неяк раскрыў у сваіх фільмаў такіх выдатных акцёраў, якія сталі потым папулярнымі, как Алла Ларионова, Клара Лучко, Маргарита Терехова, Игорь Дмитриев, Михаил Боярский, Анна Самохина, Юрий Богатырёв і многіх-многіх іншых. І вось у сваёй кінакарціне «Лятучая мыш» вельмі цікава і незвычайна
звычайна выступаюць два акцёры, два браты Віталій і Юры Саломін. Ну, яны такія сур'ёзныя акцёры, мы іх ведаем, а тут яны іграюць аперэту з задавальненнем. И это мой муж. У гэтым фільме вы ўбачыце Ігора Дзмітрава, вы ўбачыце Людмілу Максакову і Ларысу Удавічэнку. І я хочу сказаць, што Ян Фрыд, дарэчы, свой апошні фільм «Тарцюф» зняў у 85 гадоў. А памёр ён у 95. Я да чаго, так сказаць, хочу гэта ўсё гавару. Чаму? Таму што, напэўна, творчыя людзі, якія нас заражаюць энергіяй, добром, музыкай, добрымі пачуццямі, яны жывуць доўга. Я таксама усім жадаю жыць доўга і як можна больш аддаваць добрай энергіі людзям. Ну, вось, я хочу закончыць расказ, вельмі кароткі, пра Яна Фрыда, яго ж словамі. Я не люблю в фільмах пошлости и насилия, жестокости. Не люблю мрачного философского киноанализа пороков человека. О любви, о сложных отношениях ведь можно рассказать очень просто и убедительно, и тогда тебя поймет гораздо большее число людей. Глядите фильмы Яна Фрыда на нашем телеканале на будущем тыдне. Господин Фальк, вы слышали? Генриха сажают в тюрьму. Сударыня, я вполне разделяю ваше огорчение. Ну, в конце концов, просидеть там каких-нибудь пару дней, это не так уж много. Ну, во-первых, не пару, а 10. Ну, 10. А что тебе говорить, ну, я дома подряд не сидел столько дней. Ну, Генрих, никто не виноват, что ты вдруг ни с того ни с сего сделался охотник. Да? А вот почему вы не отговорили его от этого? А еще друг. Сударыня, я всегда высказывался против охоты. Ну, вы, может быть. А Шульц? Шульц! Он даже одолжил ему свою собаку. У Шульца нет собаки. Генрих мне только что сказал, что у него есть собака. Генрих, ты что? Ты мне сказал неправду? Нет, но вообще... Сударыня, неужели вы думаете, что Генрих может сказать вам неправду? Ну, значит, вы мне сказали неправду. Я никогда не лгу. Но если вы говорите, что у Шульца нет собаки... Да. А Генрих говорит, что есть... Да. Ну, так значит, кто-нибудь из вас обязательно говорит неправду. Я шагаю по Москве, как шагают по доске. Что такое сквер направо и налево тоже сквер? Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил, горевал, лежал в постели, говорил, что он простыл. Кто он? Я не знаю, кто. А скорее всего, никто. У подъезда на скамейке человек сидит в пальто. Человек он пожилой, на Арбате дом жилой. В доме летняя еда, а на улице среда переходит в понедельник безо всякого труда. Голова моя пуста, как пустынные места. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа. Вот из этого стихотворения Геннадия Шпаликова, написанного им в 1963 году, и родилась идея фильма «Я шагаю по Москве». Лирическая комедия режиссера Георгия Данелия. Этот фильм удивительно тонкий и лирический отпечаток времени 60-х. Образ Москвы и того времени в картине создается благодаря гениальной операторской работе Вадима Юсова. Ну и музыке, конечно, Андрея Петрова. Заглавная песня «Я шагаю по Москве» на слова Геннадия Шпаликова стала одной из самых популярных песен начала 60-х. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру и тайгу. И этот фильм стал первой главной ролью в кино Никиты Михалкова. Ему тогда было 18 лет. И он получил эту роль благодаря рекомендации сценариста как раз фильма Геннадия Шпаликова, который дружил с братом Никиты Андроном Кончаловским. Одним из таких ключевых кадров, по которым этот фильм узнавали во всем мире, это была сцена с велосипедистом. Девушка под дождем, зонтиком и велосипедист, который
так сказать, вокруг нее есть. Она такая лирическая и такая, ну, как бы образная, передающая вот эту всю радость юности, любви, вот этой вот свободы какой-то. Но самое интересное, что снималась она очень трудно. В роли этой девушки сыграли 3 актрисы. Вернее, 3 женщины. Первая актриса снялась на общем плане и почему-то не пришла на 2-й день. Тогда быстро вызвали студентку из ГИКа и сняли крупняк. Но она не пришла на 3-й день, потому что у нее были экзамены. И тогда Данелли взял на съемочной площадке какую-то журналистку, которая пришла брать у нее интервью, и сняли ноги, как она идет по лужам, бежит. Так что вот такой вот эпизод, да, который говорит о том, вот из каких деталей, из каких вот, казалось бы, несовместимых вещей складывается великая иллюзия кино. 52 года назад страна Советов увидела на экране юных Никиту Михалкова, Евгения Стеблова и Галину Польских. С тех пор изменились актеры, жизнь, люди. А мы все так же шагаем по Москве под эту ставшую уже хрестоматийной песню с приятными воспоминаниями об этой картине и об этом замечательном времени нашей юности. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиал отыщу и вспомню о Москве. За время существования мирового кинематографа роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» экранизировался 30 раз. Я видел несколько его экранизаций, в том числе первый – это телеспектакль с великой Аллой Константиновной Тарасовой, с Татьяной Самойловой, с Софией Марсо. Еще одну экранизацию, которую я расскажу позже. А вот мы вам предлагаем посмотреть фильм режиссера Жюльена Дивидье. Он снял очень много интересных фильмов, и я уверен, что зрители старшего и среднего поколения помнят эти фильмы. Он является одним из самых, как сказал о нем Ренуар, глубоких по раскрытию драматических ситуаций режиссеров французского кино. А теперь об исполнительнице роли Анны Карениной в фильме Жюльена Дивидье Вивьен Ли. Она легендарная личность, она величайшая актриса театра и кино 20-го столетия. Ее имя стоит рядом с именами Греты Гарбо, Марлен Дитрих, Анны Маньями и другими великими актрисами. Про нее Орсон Уэллс сказал, что раз в поколении рождаются женщины, от которых не могут отвести глаза люди всего континента. Она была удивительным человеком. Дело в том, что она родилась в Индии, там служили ее родители, а воспитывалась в монастырях Англии, Франции и Германии. Она прошла суровую школу воспитания. Она умела преодолевать жизненные препятствия и идти к своей цели. При этом она сохраняла ангельское выражение лица, она курила, очень крепко могла выразиться, при этом она была похожа, как говорили, она была похожа на Лебедя внешне, но характер у нее был американского солдата, который ушел в увольнительную. При этом она была очень мила, ее действительно любили, ее считали настоящей леди, ее считали идеалом элегантности, а на современном языке это звучит икона стиля. И вот она в фильме, значит, Дивидье исполняет роль Анны Карениной. Ну, как она это сделала? Понравится вам, не понравится, судить, вы будете судить сами. Тем более я уверен, что многие телезрители смотрели уже несколько версий этого фильма. Что касается еще Вивьен Ли, она действительно была очень сильным человеком, но после разрыва с Лоуренсом Оливье, а это тоже величайший драматический актер 20-го столетия, британец, она, к сожалению, сломалась. И в 53 года она ушла из жизни. Обострились все ее хронические заболевания, и ее не стало. Но вот еще одна маленькая деталь. Если Коко Шанель сказала о женской красоте следующее: если к 30 годам ты не стала красавицей, то значит ты полная дура. То Вивьен Ли сказала по-другому. Нет некрасивых женщин. Просто многие женщины не знают о том, что они красивые. Это совсем другой подход. Так что я хочу пожелать вам приятного просмотра фильма «Анна Каренина» с легендарной Вивьен Ли. I didn't know
Я не знала, что вы едете. Вас отозвали из отпуска? Я еду для того, чтобы быть там, где вы. Я не могу иначе. Простите, если вам неприятно то, что я сказал. Забудьте, что вы сказали. И я забуду. Ни одного слова, ни одного движения вашего я не забуду никогда. Я не смогу. На следующей неделе у нас в программе несколько военных фильмов. О двух из них я хочу сказать несколько слов. В пятницу фильм «Восхождение» по повести Василия Быкова «Сотников», режиссер Лариса Шипитько. Это фильм о судьбе двух партизан, попавших в плен к фашистам, о мужестве и трусости, о достоинстве и неодолимой силе духа. В этом фильме свои первые большие роли в кино сыграли молодые актеры Борис Плотников и Владимир Гостюхин. Приступая к съемкам этого фильма, Лариса Шипитько заранее знала, что картину положат на полку, и зритель ее не увидит. Но она видела эту картину, она именно так собиралась ее снимать и не собиралась идти на компромисс. Она считала своим творческим и нравственным долгом снять картину именно так, как она ее задумывала. Она понимала, что советские идеологи не примут ее в таком виде. Но картину ей повезло. Случайно. Раньше всех увидел первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Петр Миронович Машеров. Сам партизан, сам прошедший суровые версты войны, он был поражен этим фильмом, этой картиной, его эмоциональностью, его честностью, его искренностью и его непохожестью ни на что другое, что до этого снималось о партизанах и о войне. И он встал на защиту этой картины и добился того, чтобы он вышел в прокат, хотя очень много людей было против. Сегодня эта картина стала классикой советского кинематографа и одной из лучших фильмов о войне. Картина получила огромное количество международных наград, а актеры Борис Плотников и Владимир Гостюхин, до этого никому неизвестные молодые актеры, после выхода фильма были признаны лучшими актерами года, а сегодня они уже народные артисты России, Беларуси, и до сих пор они считают, что фильм «Восхождение», хотя у них очень много работ в кино, они считают, во-первых, поворотным в своей судьбе, а во-вторых, лучшей своей работой. Ну, а режиссера Ларису Шипитько они считают своей крестной мамой. К огромному сожалению, удивительная женщина и талантливый режиссер погибла на съемках своей следующей картины. И ее фильм «Восхождение» стал как бы завещанием и предостережением всем нам. Я Сотников, командир Красной Армии. Родился в 17-м году. Большевик, член партии с 35-го года. По профессии я учитель. С начала войны командовал батареей. Пил Баскатов. Жаль, что мало. Сотников меня зовут. Борис Андреевич. У меня есть отец, мать, Родина. В воскресенье вас ждет еще одна встреча с военным фильмом. Встреча с экранизацией романа Константина Симонова «Живые и мертвые». Режиссер Александр Столпер. Фильм был снят в 1964 году. Действие его разворачивается во временном отрезке первых дней Великой Отечественной войны на территории Белоруссии. Военный корреспондент Иван Севцов, прошу заметить, Иван Севцов, встречает войну в Борисове, потом он отступает до Орши, попадает в окружение под Могилевом, и дальше там Ельня, и на этом кончается первая часть. Так вот, прообразом военного корреспондента Ивана Севцова, а это корреспондент «Известий», был Миша Вайнштейн.
погибший фронтовой друг Константина Симонова. Да, он, правда, был фотокорреспондентом «Красной звезды», и звали его вообще-то Михаил Бернштейн. В этом фильме свою первую драматическую роль в кино сыграл любимец публики, театральный, комедийный актер Анатолий Папанов, которого до этого режиссеры видели только в маленьких комедийных ролях. Он сыграл здесь генерала Серпилина, причем сыграл настолько убедительно, что когда Симонов писал продолжение романа, он уже не представлял своего героя другим, как только Анатолием Папановым. А почему у него получилось так сыграть роль? Потому что Анатолий Папанов вообще-то фронтовик и сам прошел именно этими дорогами. Был ранен, награжден несколькими боевыми орденами. Фильм получил главную премию на Международном кинофестивале в Карловых Варах, в Акапулько. Ну и премию за актерскую работу Анатолий Папанов получил на первом всесоюзном кинофестивале в Ленинграде. Без веры, без чести, без совести. Пока война казалась далекой, кричал, что закидаем шапками. А пришла и первый побежал. Раз он испугался, раз ему страшно, значит уже все проиграно. И мы не победим. Как бы не так. Кроме него еще капитан Гусев есть. И его артиллеристы. И мы грешные, живые и мертвые. И теперь о главном событии, которое произойдет у нас в Беларуси, а произойдет оно 20-22 июня. Это визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет совершать в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска 20 июня торжественное богослужение, которое вы, уважаемые телезрители, увидите по нашему телеканалу. 22 июня из Бреста будет вестись прямая трансляция митинга «Реквиема» 22 июня, в первый день начала войны, с участием святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Наше поколение выросло в спокойной, мирной стране. Может быть, потому что наши прадеды много вынесли, много страдали. И слава Богу, что мы этого не забываем. А мудрость древних гласит, тот, кто не помнит своего прошлого, осужден на то, чтобы пережить его вновь. Вот на этом я прощаюсь с вами и надеюсь на скорую встречу. Я так само жадаю усяго самого добрага, чыстага неба, мирнага жыцця, каб вы чулі смех сваіх дзяцей і каб усё у вас ладзілася ў вашым жыцці, паважаныя нашы тэлегледачы.